Первый спектакль по произведениям Александра Сергеевича Пушкина в Русском театре поставили еще в XIX веке. Тогда это были маленькие трагедии. Сегодня над знаменитой повестью «Капитанская дочка» трудится вся труппа. Первые репетиции начались всего месяц назад. Пока мы будем работать в одном составе, и надеюсь, что в июле мы сможем показать уже второй состав. Знаменитому произведению Пушкина актеры отдают все силы. На сцене с них в буквальном смысле сходит 7 потов. Екатерина Зорина исполняет в спектакле главную женскую роль. На репетиции сцены в комендантском доме, изображая спасение своей героини, девушке пришлось упасть минимум 10 раз. Мы понимаем, что уже скоро премьера, с самих себя больше берем ответственность, стараемся. Поэтому, я думаю, режиссер более-менее нами доволен. Своего постановщика актеры понимают с полуслова. Для Андрея Борисова и Русского театра это уже 8-й совместный спектакль. Все предыдущие работы имели грандиозный успех у зрителей. Чтобы все прошло идеально, прогоны иногда проводят за несколько часов до премьеры. Репетиции «Капитанской дочки» длятся с утра до позднего вечера. Режиссер требует идеального исполнения пушкинского текста от каждого из актеров. Ведь до главной премьеры юбилейного сезона остается очень мало времени. Пытаясь донести актерам свое видение произведения, Андрей Борисов часто сам выходит на сцену и объясняет каждое движение. По мнению режиссера, даже небольшую деталь можно сделать главной, ведь и сам Александр Сергеевич прописал в «Капитанской дочке» каждую мелочь. Даже описывая эту одну из самых трагичных, кровавых историй бунта Емельяна Пугачева, он каждого героя и отрицательно, и положительно наделяет милосердием. На главную юбилейную премьеру уже распроданы все билеты. Первый показ пройдет в день рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня. Анна Лебединская, Иларион Федоров. Вести, Якутск.